Здравствуйте, это программа «Православный взгляд» на телеканале ТУВА-24 в студии Татьяна Рамазанова. И сегодня в студии я очень рада представить впервые архиепископ Корейский Феофан, временный управляющий Кызылской епархией. Здравствуйте, владыка. Здравствуйте, Татьяна Евгеньевна, и приветствую всех наших телезрителей. Действительно очень приятно видеть руководителя Кызылской епархии в нашей программе. Владыка, скажите, как вы совмещаете управление делами в двух епархиях? Спасибо за вопрос. Он на самом деле не очень простой, потому что действительно 2 года назад, в апреле 2019 года, определением Священного Синода, решением Святейшего Патриарха была образована одна из новых зарубежных епархий нашей Русской Православной Церкви. Это Корейская епархия, которая тоже она такая вот удивительная, как и наша Тувинская епархия, потому что она находится достаточно далеко от центра. И вот Корейская епархия, она расположена сразу в 2 странах. Это КНДР и Республика Корея. Казалось бы, вот такие 2 разные страны и 2 такие столь близкие страны. Вот. Но и там есть православные верующие. А поскольку, может быть, многие знают, я с 2000 года уже достаточно долгое время прослужил в Республике Корея, то, очевидно, священноначалие посчитало, что, наверное, логично будет мне продолжить спустя какое-то время там служение, потому что я знаком с этим регионом. Вот. И, кстати говоря, я писал дипломную работу Московской Духовной Академии по истории русской духовной миссии в Корее. Вот. И сейчас, вот последние 2 года, я служу, совмещаю епархия и в этих 2 странах, и в нашей республике. Конечно, вот если здесь, в Туве, мы прошли некоторый уже этап развития, можно сказать, даже становления, то сейчас у нас там самое зарождение нашей церковной жизни, потому что если в Северной Корее выстроен уже один православный храм, который посещается прихожанами, то на юге у нас нет ни одного храма. И вот перед нами просто огромное поле работы, которое предстоит только сделать. Но благодаря тому, что я уже имею некоторый опыт, потому что здесь мы тоже почти с нуля начинали, не с нуля, но почти с нуля, то надеюсь, что он мне поможет и в Корее. А вообще приходится разрываться, потому что за 10 лет вот этого служения в Туве я, конечно, прирос к республике, прирос к людям, к нашим прихожанам, к нашим священнослужителям. И для меня вообще было, знаете, огромной просто болью даже принятие этого факта, что я буду служить в новом месте. Но поскольку мы все монахи, то должны подчиняться решениям нашего священноначалия, потому что оно, конечно же, мыслит стратегически. Вот. И вот сейчас я совмещаю. Я несколько раз в год выезжаю, служу там, мы пытаемся организовать приходы, наладить богослужебную жизнь. Вот. Но Туву я, конечно же, не оставляю никоим образом. Вот. Я и бываю здесь. Вот, например, весь прошлый год, когда началась пандемия, не знаю, наверное, для Тувы, может быть, даже к счастью в каком-то отношении, или для меня, потому что весь прошлый год из-за того, что границы были закрыты, я практически пробыл здесь. Вот. А в этом году мне как-то больше приходится бывать там. Вот. Но сейчас по истечении какого-то периода я вновь со своей паствой, с нашими прихожанами, и очень рад здесь молиться. Скажите, владыка, вы сказали в Корее и в Китайской Народной Республике. Корейская Народно-Демократическая Республика, Северная Корея. То есть и в Северной Корее. Да. И там один храм там и другой там, да? По одному храму? У нас в городе Пхеньян есть один храм, который построен в 2006 году. Вот, по личному распоряжению товарища Ким Чен Ира. Вот, он был освящен тогда митрополитом Кириллом, нынешним патриархом. А вот на юге у нас, к сожалению, еще нет ни одного храма. Мы сейчас, знаете, у нас только начало. Мы просто сняли помещение, арендуем, и там устроили такие небольшие храмы в 2 городах, в Сеуле и в Пусане. И
пока что еще без храмов служим. Владыка, ну вот вопрос, который наверняка на языке многих наших зрителей. Ваш статус временно управляющего Кызылской епархии говорит о том, что к нам придет новый управляющий, или все-таки останетесь вы? Ну, официально титул звучит «Временно управляющий Кызыльской епархией». То есть это предполагает уже, что, очевидно, навсегда я здесь не останусь. И это предполагает, что, скорее всего, будет назначен с течением времени уже тот человек, который сменит меня на этом посту и будет здесь находиться постоянно и управлять Кызыльской епархией. Но вот когда это произойдет, сказать очень сложно пока в настоящий момент, потому что временное управление, оно может достаточно долго продлиться. Потому что я вот знаю в нашей церкви архиереев, которые управляют также, подобно мне, не одной епархией. Это может продолжаться достаточно долгий срок. Поэтому строить догадки я и сам не знаю, достаточно сложно. Но когда-то это произойдет. Вот единственное, что могу сказать, и здесь будет уже человек, который постоянно здесь будет находиться. Ну вот как мне думается, временно исполняющих священнослужителям не относится так, как мы в миру думаем. Временно, значит, уйдет. То есть вера, она дается, и вы служите столько, сколько нужно, и в полную силу, в полную меру. Мне кажется, так? Ну, конечно, у нас вообще все наши священнослужители, они, я бы даже сказал, сверх своих сил совершают служение в нашей республике. Потому что у нас очень удаленные приходы, они немногочисленные, не везде, так сказать, такая вот, знаете, транспортная доступность, которая хотелось бы, да, вот сел и приехал. Иногда приходится преодолевать значительные расстояния, и не всегда это просто. И то же самое касается и меня. Конечно, мы все, все свои силы отдаем этому служению. И, конечно, мы очень прикипаем все к людям, вот, но у нас образуются вот такие вот связи, которые очень сложно разрушить, духовные связи. Но я уверен в том, что даже если я окажусь где-то на другом конце земли, вот, моя связь с нашими прихожанами, она не прекратится. Потому что для меня это уже все родные люди. Вот, и я уверен, что со стороны прихожан будет точно такое же отношение ко мне. Владыка, вот насколько я знаю, в этом году Кызылская епархия отмечает свое десятилетие. Она была образована 10 лет назад, и тогда же вы ее и возглавили. Какие бы вехи вы обозначили, что сделано за это время? Вот помимо того, что вы прикипели, отцы, которые служат в наших храмах, что расширяется у нас круг верующих и строятся храмы, приходы. Что бы вы отметили? Ну, если говорить об отправной точке, то это визит Святейшего Патриарха в нашу республику, памятный для всех, в конце августа 2011 года. Я тогда, кстати говоря, был клириком Абаканской епархии, куда входил наш Свято-Троицкий приход, вот, и приход вот Сарксепии и Туране, которые тогда были к тому моменту в нашей республике. И вот визит патриарха, он дал толчок к развитию. Патриарх увидел, что здесь республика, здесь необходимо развивать церковную жизнь, здесь необходим епископ. Вот. И уже на последующем заседании Священного Синода 5-6 октября 2011 года состоялось мое избрание, и 30 октября моя архиерейская хератония. Это, конечно, очень мудрое решение нашей церкви, нашего патриарха, потому что действительно, вот, ну, я думаю, многим очевидно, что церковная жизнь, она сдвинулась не то чтобы с мертвой точки, она здесь, конечно же, была, вот, но во многих местах ее просто не было. Люди были вынуждены приезжать из дальних городов, поселков. Только вот в единственный наш Свято-Троицкий храм, приход от Сарксепии и в Туране, потому что больше не было. А сейчас у нас порядка 20 общин. У нас выросло количество священнослужителей. Одним из таких вот
важных достижений в жизни нашей епархии, я считаю, то, что мы наладили полнокровную богослужебную жизнь нашего Воскресенского кафедрального собора. Вот, потому что вот там реально все начиналось с нуля. То есть не было ничего, только, можно сказать, голые стены. Не было даже прихода, не было постоянных прихожан. Но сейчас это уже полноценный приход, который является вообще центром всей нашей епархиальной жизни. Вот. И нам удалось отладить вообще работу епархиального управления, создать отделы, и миссионерский отдел, и отдел социального служения, отдел молодежный, каждый из которых вот свои функции выполняет, ну тоже, я бы сказал, на пределе своих возможностей. Потому что мы стараемся помогать людям в поселках. Мы идем в отдаленные места, где о Христе вообще никто не слышал. Вот. И все это, конечно же, с помощью наших сотрудников. Вот. Наша епархия, она стала достаточно известна. К нам приезжает очень много гостей, много миссионеров. И я думаю, вот самое главное, чего мы достигли, что мы состоялись как епархия. Настоящая полноценная епархия, конечно, со своими особенностями. Да, мы все-таки живем в таком, ну, наверное, нетрадиционном, да, таком вот российском регионе. Вот. Но у нас абсолютно все атрибуты, которые есть у любой традиционной епархии, они и в нашей епархии также. Поэтому это, наверное, главное. Но еще бы я отметил, что за эти годы очень многие люди нашли дорогу в храм. Я, наверное, считаю это все-таки главным достижением. Вот. Причем, как я сказал, в отдаленных даже наших уголках нашей республики люди имеют возможность прийти в храм, помолиться, пообщаться со священником, пообщаться с верующими людьми. Я думаю, это самое главное, это та цель, которую мы ставили, которую мы хотим достигнуть и которую мы вот, в меру сил сейчас достигаем. Владыка, ну а если посмотреть на планы, они же все-таки должны быть. Какие они? Ну, вы знаете, я думаю, что все всегда должно развиваться, ничего не должно стоять на месте. И задел для развития епархии еще очень много. Вот для примера я хочу привести вот то, что у нас сейчас происходит в городе Туране. Вот когда-то там был какой-то, знаете, совершенно такой, ну, небольшой храм, невзрачный. Вот. А сейчас это место, которое привлекает сердца очень многих верующих людей. Там выстроен новый храм, отреставрирован старый храм, построен корпус. И вот это место, где образуется сейчас монастырская жизнь. Вот на одной из передач отец Дмитрий рассказывал об этом. Вот. И там собираются братья, сейчас уже 9 человек. Вот. Они живут в соответствии с полным уставом монастырским. Они погружены в молитву, в богослужение. И это действительно такой стал духовный центр. Один из духовных центров нашей епархии. Вот. Но нам это направление нужно обязательно развивать монашество. Потому что я бы сказал, что Тува – это вообще такой регион, который создан для аскетической жизни, уединенной. Вот здесь, здесь нет больших городов, здесь вот прекрасная природа, такая вот уединенная, такая суровая, красивая. Но почему бы не подумать над созданием, например, еще женской обители в нашей епархии? Наверняка есть и многие христианки, которые бы хотели жизнь свою посвятить Богу. Наверняка еще, 100%, у нас еще есть места, куда мы все-таки не добрались. Вот, и где тоже нужны и священники, и верующие люди. И еще не везде у нас храмы построены, поэтому у нас на самом деле еще очень-очень большой задел для развития нашей епархии. Я думаю, что с Божьей помощью все это у нас будет строиться, развиваться, взращиваться, и все больше и больше людей будут приходить в наши храмы. Спасибо, Владыка, за то, что нашли время и пришли в нашу программу. Это большая честь для нас. И я надеюсь, что все, что вы сказали, действительно будет сбываться.
Это была программа «Православный взгляд», и сегодня в нашей программе впервые был гостем архиепископ Корейский Феофан, временно управляющий Кызылской епархии. Еще раз спасибо, владыка. Спасибо, Татьяна Евгеньевна, спасибо нашим слушателям. Всего доброго. До свидания.